В республике ввели режим повышенной готовности до 20 апреля. Об этом глава Башкортостана объявил сегодня на заседании в правительстве. Ограничения распространяются на массовые мероприятия. Число участников не должно превышать 250. Кроме того, вводится карантин в детсадах и школах. Меры безопасности принимают и на республиканских предприятиях. Екатерина Тимиряева подробнее. Режим повышенной готовности в Башкортостане объявлен с 18 марта и до 20 апреля. Как пояснил глава республики Ради Хабиров, ограничения приняты в условиях возможного распространения коронавируса. Документ предусматривает отмену или перенос запланированных деловых, культурных, развлекательных и спортивных событий с количеством участников свыше 250 человек, либо с участием иностранцев. Меры руководитель Башкортостана назвал перестраховкой. Наша страна находится между, скажем так, двумя довольно сильными полюсами, где бушует эта эпидемия. И это, соответственно, Восток и европейская часть. Структура заболевших, которые сейчас подтверждаются на территории Российской Федерации, с очевидностью показывает то, что основной источник все-таки инфицирования идет именно из-за рубежа, учитывая, что у нас на территории функционирует международный аэропорт, проходят 2 федеральные трассы, довольно высокая степень миграции, большая территория. Нам с вами, уважаемые коллеги, надо существенно подстраховаться здесь. Глава региона поручил Миноборнауки Башкортостана подготовить коллективы педагогов к вариантам дистанционного обучения. Вузы и СУЗы также должны перевести образовательный процесс в дистанционный режим. Министр здравоохранения республики Максим Забелин в свою очередь пояснил, готовность медицинских организаций республики к приему заболевших максимальная. Всего подготовили более 1300 коек инфекционного профиля в Уфе и Стерлитамаке, а также в инфекционных отделениях центральных районных и городских больниц. Алгоритм действия персонала полностью отработан. Все граждане с симптомами ОРВИ, прибывших из неблагополучной территории, как выявлены в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившись за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей острой респираторной вирусной инфекции, включая и на COVID-19. Фейк-ньюс, которые муссируются в социальных сетях и мессенджерах в связи с коронавирусом, также обсудили на заседании. Председатель Совета директоров Башинформа Ростислав Мурзагулов назвал происходящее инфодемией, эпидемией вируса глупости и подлости среди тех, кто распространяет лживые новости или наживается на этой ситуации. Чтобы не говорили о том, что это у нас вот сурковская пропаганда или что-то еще, вот есть такие термины, да, это на самом деле мнение не только наше, это мнение Организации Объединенных Наций, например. Всемирная организация здравоохранения, входящая в ООН, призвала IT-компании принять более жесткие меры. Слово «жесткие меры» звучит от наших с вами западных либеральных друзей. И сегодня же Ради Хабиров посетил инфекционную больницу номер 4 Уфы. Руководитель региона ознакомился с работой приемного блока, осмотрел боксы для пребывания пациентов, отделение реанимации и анестезиологии, а также отметил, что понимает, нагрузка на медперсонал значительно выросла. Поэтому те, кто работает на первом крае, получат доплату. Также, по словам Радия Хабирова, новый корпус инфекционной больницы планируют построить до конца 2020 года. Группа специалистов из Башкортостана отправилась в Подмосковье, чтобы перенять опыт строительства быстровозводимых зданий. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Владимир Шевчук. Новости Уфа.